Кредит, трамплин или трясина? Обсуждаем сегодня в прямом эфире. Добрый вечер. Это программа «Бумеранг», в студии Алана Гадзацева. Анекдот по теме. Раздумывает человек, брать кредит или нет. Ангел на плече говорит ему: не бери. Дьявол на плече говорит: конечно, не бери. Я дьявол, но не до такой степени. Как известно, в каждой шутке есть доля правды. Тема серьезная. Кредитная эпидемия захватывает все больше людей. Для кого-то это возможность сделать жизнь более комфортной здесь и сейчас, купить квартиру, машину или банально мобильный телефон. А кто-то от безвыходности берет один кредит, второй, третий, на маму, на брата, на свата и сам не может выбраться, и близких заводит в тупик. Есть и легкомысленные заемщики, которые полагаются на авось, желая произвести впечатление на девушку, подарив ей гаджет за 70 тысяч, делают покупку в кредит. А в результате исход может быть самый неприятный, от огромной переплаты за просрочку до судебного разбирательства. Сегодня прояснить тему кредитования нам поможет гость нашей студии Амиран Владимирович Левицкий, управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка России. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам. Добрый вечер вам. Я надеюсь, сегодня вы поможете нам и нашим зрителям разобраться в этой непростой теме. Мы работаем в прямом эфире, и наши зрители могут дозвониться к нам по телефону 72 28 86. И начнем наш разговор с того, что хотелось бы, чтобы вы прояснили вообще количество кредитов год от года оформляемых, в частности, в вашем банке и в целом, как вам кажется, растет или уменьшается? Спасибо большое, в первую очередь, за то, что пригласили на такую ответственную тему. Я не знаю, я ангел или нет, но мне кажется, можно брать. И на ваш вопрос, да, безусловно, растет. Безусловно, растет. И по отношению, 2017 год по отношению к 2016, и уже тенденция 2018 года, понятно, по отношению к 2017 растет. Ну, если говорить о цифрах, то это, наверное, порядка 40-50% прирост. А вам кажется, вот этот рост количества кредитов – это показатель, положительный показатель экономический или не очень? То есть это говорит о том, что людям не хватает на то, чтобы сейчас что-то приобрести? Либо наоборот, что люди надеются на завтрашний день, знают, что если не сегодня, так завтра заплачу. Ну, вы знаете, мне кажется, тут стоит разделить историю с кредитами, которые берут физические лица, и кредитами, которые берут индивидуальные предприниматели, и кредитами для бизнеса. И если говорить о бизнесе, то это, на мой взгляд, безусловно, показатель развития экономики, положительная тенденция. В принципе, если говорить о кредитах физических лиц, то я уверен, что это точно не отрицательный тренд. Потому что показывает рост количества и объема кредитов? Он показывает, что платежеспособность населения растет. Пожалуй, вот так. А вам как кажется, у нас население платежеспособное или не очень? Ну, нам надо найти какую-то точку, от которой оттолкнуться, чтобы это сравнение было разумным. Я думаю, что оно вполне платежеспособное. Ну, если все-таки вернуться немножко назад, вот как определяется сумма кредита, да, объем, который банк может предоставить клиенту, по каким критериям идет оценка? То есть всегда присутствует риск в бизнесе или, если это даже частное лицо, то есть физическое лицо, каким образом банк определяет вот эти критерии? Ну, я думаю, ответ кроется уже в вашем вопросе. Вы правильно сказали, что правильное слово было слово «риск». И если, опять же, не разделять в данном случае кредитование физических лиц и корпоративных клиентов, то все вместе можно сказать, что банк оценивает риски на сегодняшний день. Любая кредитная организация оценивает риски. И основным критерием является, на самом деле, возможность заемщика своевременно и в полном объеме обслуживать этот долг. Вот если не уходить в подробности каких-то скоринговых моделей, особенностей банков и в целом кредитной системы, то основным критерием является то, что мы обязаны подумать
мы, я имею в виду кредитные организации, обязаны подумать в первую очередь и о наших вкладчиках, о тех, кто доверяет нам свои средства, и о тех, кто планирует, значит, занимать. Мы обязаны подумать за них, и основным условием принятия такого решения, положительного решения кредитования, является уровень их платежеспособности. А по каким критериям он оценивается? Ну, опять же, смотря что имеем в виду. Если это физическое лицо? Единственный критерий – это его доход. Да, единственный, есть... основной. Да, не единственный, положим, но основной критерий – это доход. Да, а вот какая есть, скажем так, минимальная сумма, которая необходима, и чтобы в пользу человека принять, в пользу выдачи кредита? Такой минимальной суммы нет. Это же зависит от потребностей. То есть от суммы кредита? Да, совершенно верно. От того, какую сумму хочет взять заемщик. А суммы бывают совершенно разные. Там, от самых минимальных, чтобы удовлетворить там какую-то текущую потребность, до достаточно серьезных, там, если речь идет, например, об ипотечном кредитовании, когда заемщик планирует приобрести жилье, например. Угу. А скажите, пожалуйста, может, это не совсем корректно, но вы меня поправите, если нет. Вообще банк больше заинтересован в кредитах со стороны физических лиц или юридических, там, частных, индивидуальных предпринимателей? Ну, я бы вообще не стал какую-то градацию проводить. Нет такого, Банк да? заинтересован в том, чтобы удовлетворить потребность своего клиента. Потому что вот наш президент часто говорит, что мы давно перестали быть просто кредитной организацией, мы сервисная компания. И основной критерий для нас — это хороший, качественный сервис. Угу. К словам президента, есть какие-то возможности для физических лиц, может быть, даже и для предпринимателей, давайте скажем об этом отдельно, какая-то государственная поддержка? Вот какие на сегодняшний день есть возможности для наших граждан, которые можете обозначить, взаимодействие с государством именно? Ну, на самом деле, да, конечно, есть. Я бы, наверное, отметил здесь программу ипотечного кредитования. Вот, например, сейчас действует программа для семей, в которых после 1 января 2018 года родился второй, третий ребенок. Для них ставка по ипотечному кредитованию, она значительно ниже, чем ставка на рынке. Вот. Это программа общероссийская. Если говорить о программах региональных в нашей республике, то благополучно была, например, реализована программа в 2017 году совместно с Министерством строительства по субсидированию первоначального взноса при приобретении квартиры. Достаточно большое количество семей получило возможность купить жилье благодаря этой программе. Я знаю, что сейчас в процессе уже финальной где-то стадии находится еще один проект по личному поручению главы нашей республики относительно субсидирования ставки по ипотеке. То есть эти программы будут идти параллельно. Угу. А вообще в целом ипотечное кредитование, возрастает спрос на него? Да, безусловно. Год от года. Может, мы можем какие-то наметить цифры, то есть Тенденция порядок, в цифрах? Да, порядок. Ну, я думаю, что это не меньше 30-40% роста от года к году. Вот это да. Да. И это напрямую коррелирует, с этими программами по поддержке. Да. Потому что когда человек видит, что он может получить ипотеку по более выгодным условиям, то это его, конечно же, подталкивает. А вообще какие виды кредита наиболее востребованы? Ну, пожалуй, наиболее востребованный кредит для физических лиц – это потребительский кредит. Вот. Ну, где-то рядом это, наверное, уже ипотечное кредитование. Это такой продукт, как кредитные карты. Вот. Если мы говорим о юридических лицах, то, наверное, наибольшим спросом пользуется нецелевое беззалоговое кредитование. Также могу сказать, что, может быть, в количестве нет, но вот в объеме
большой популярностью сейчас пользуются инвестиционное кредитование, проектное финансирование, потому что, ну, наверное, мы как бы начинаем переживать такой небольшой подъем, бум этого инвестиционного кредитования. И, безусловно, это тоже связано с государственной поддержкой. Существует целый ряд программ для поддержки и малого бизнеса, и крупного бизнеса. Эти программы дают возможность стартовать с очень небольшого, такого легкого старта, если можно так сказать. Мгм. Скажите, пожалуйста, а вот у нас по потребительскому кредиту ставка средняя, ну так, от 12 до 20%. Вы как оцениваете эту цифру? Это много, мало? И к чему нужно стремиться? На самом деле это, наверное, сложный вопрос, и я не уверен, что я компетентен комментировать эту историю. Ну, если вот сугубо мое мнение, то процентная ставка в России сейчас, она адекватна той денежно-кредитной политикой, которую проводит наш мегарегулятор, наш центральный банк в условиях таргетирования инфляции. Я думаю, что вот с тем, как будет крепнуть экономика России, наверное, ставка эта будет понижаться. Да. Ну, мы, во всяком случае, все на это надеемся. Надеемся, да. У нас есть первый звонок телезрителя. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Вас беспокоит Сикоева Зоя. Я бы хотела узнать, мне 69 лет. Я могу взять в Сбербанке кредит и на какую сумму? Какой вопрос? Да, я, к сожалению, не расслышал имя, но, безусловно, можете, да. И сумма будет зависеть от вашей потребности и от того продукта, который вы выберете, кредитного. А вообще есть какие-то ограничения по возрасту в плане кредитования? Ну да, нашими заемщиками, как правило, становятся, значит, люди от 21 года до 70 лет. Но на самом-то деле все очень индивидуально. Индивидуально. Да. Угу, понятно. Спасибо большое. Давайте пока посмотрим сюжет, который подготовил наш корреспондент, и я думаю, что после этого сможем прокомментировать. Стать жертвой кредитных мошенников проще, чем кажется. Вместе со своей семьей Ольга оказалась без крыши над головой. Квартира, оформленная на свекровь, отошла банку в счет погашения долгов. А доказательств незаконного оформления кредита не найдено. Полиция пожимает плечами. Причин для отказа банку нет. Все законно. Когда мы все узнали уже, но уже было поздно, потому что там ни одной платежки даже не проходило. В общем, они не платили эти деньги за кредит. И в итоге нас поставили в известность, стали приходить приставы, с суда стали приходить, что квартира уже является собственником банка. Мошенники работают по отлаженной схеме. Они предлагают взять кредит в банке по подложным документам. Один из членов семьи соглашается на незаконную сделку. Разменной монетой в получении ипотечного кредита становится квартира матери. Хозяйка квартиры ставит подпись, даже не подозревая, что деньги к ней в руки так и не попадут. А спустя время в дверь стучатся судебные приставы. Квартира конфискована в счет долга. Мы стали судиться несколько раз. Но как бы суд пошел в пользу банка. Мы ничего не могли доказать, даже вот предоставлять, что у нас в доме опекуны, что у нас инвалид в доме, пенсионеры, дети несовершеннолетние. Все равно нас попросили выйти. Но оказаться в долговой яме можно и по своей воле. На кредитной игле сидит большая часть россиян. По популярности быстрого получения денег кредит в банке стоит на втором месте. На первом взять в долг у друзей и близких. Как правило, большинство заемщиков уверены, выплатят деньги с легкостью и в срок. Вы знаете, я никогда не брала кредит. Не приходилось. И я надеюсь, что и не придется. Если человек рассчитывает на себя, что он сможет, то неплохо. Да, бывают же какие-то моменты, что вот сейчас нету, можно взять кредит. Я думаю, что это плохо, но это вынужденная составляющая, тем более нынешней жизни. Ну, не знаю, я, по крайней мере, выплачиваю кредиты, ну, так, как могу. Да, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, это вот, как бы вам сказать, но обдираловка. Нельзя жить в долгу. Я никогда не брал кредиты, даже не думал об этом.
Кредиты созданы для того, чтобы люди, у которых есть деньги, богатели, а у кого их нет, беднели. На сегодняшний день Северная Осетия – один из самых перекредитованных регионов, на что жители республики готовы одолжить деньги у банка. Самый распространенный вид кредита – потребительский. На стиральную машину, микроволновую печь, новый модный гаджет. Каждый второй практически покупатель-посетитель нашего магазина, он берет кредит. И кредит, либо рассрочку, в общем, что-либо из кредитных продуктов. И вы знаете, почти каждому второму одобряют. Кредитный капкан или спасательный круг. Займы под проценты стали настоящей эпидемией современного мира. Но часто многие не осознают риски и ответственность жизни в долг. Иногда берут кредиты без важной надобности, нужной на тот момент надобность. Люди залазят в долги, не осознают ответственность по выплате этих кредитов, заходят далеко в просрочку, как у нас говорят банковской терминологии. Дальше им приходится иметь дело на стадии судебного взыскания с представителями судебных приставов. Но опыт кредитования может быть и позитивным. Имея хорошую кредитную историю, можно брать крупные суммы на выгодных условиях. Этой возможностью активно пользуется наша героиня Светлана Кадиева. Займы у банка брала несколько раз и считает, что лучше быть в долгу у государства, чем у соседа. Я трижды брала кредит. И из своего опыта скажу так, если две стороны четко выполняют свои обязательства перед кредитом, то, конечно, легко и просто. Если же одна из сторон не выполняет свои обязательства, то, конечно, сложности возникают. Но личный мой опыт, мой положительный во всех отношениях. Альтернатива банковским кредитам – займы в микрофинансовых организациях. Клиентов сюда привлекает короткий срок рассмотрения заявления. Показал паспорт, сфотографировался, спустя 10 минут получил деньги. Услуга займы до зарплаты многим помогает сводить концы с концами. Как и многие, я думаю, микрокредитные компании, мы сталкиваемся с такой проблемой, как невозврат денежных средств, которые мы выдаем населению. Да, мы пытались анализировать эту проблему, а в настоящее время пришли к выводу, что в основном причина заключается в том, что люди не своевременно получают заработную плату. Еще один подводный камень кредитования – поручительство. Соглашаясь поставить подпись, внимательно читайте договор. Хотите помочь другу или соседу оформить займ – запомните, ответственность за долг вы несете в равной степени. Если вдруг заемщик исчез с деньгами, ждите визита судебных приставов. Долг соседа ляжет на ваши плечи. На сегодняшний день в Управлении Федеральной службы по Северной Осетии на исполнении находится 16 тысяч производств. Сумма задолженности по кредитам составляет более 10 миллиардов рублей. С момента поступления исполнительных документов службы судебных приставов гражданин приобретает статус должника. Судебным приставам-исполнителям дается 5-дневный срок для добровольного исполнения. После этого уже начинаются меры принудительного исполнения. Сейчас мы совершаем рейдовые мероприятия совместно с судебным приставом исполнителей службы судебных приставов по наложению ареста на залоговое имущество, которое отсуждено по решению суда. И в случае неурегулирования должником задолженности данное имущество будет передано на торги. Должника здесь не оказалось, арендаторы помещения с ним связь не поддерживают, а к долгам безответственного заемщика и подавно отношения не имеют. Но освободить помещение все равно обязаны. В дальнейшем мы переходим уже на меры принудительного исполнения. Это может быть арест имущества должника, ограничительные меры, в частности, ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации. Подобные рейдовые мероприятия совершаются ежедневно по расписанию. Как правило, неплательщиков дома не находят. Но сбежать от кредита все равно не выйдет, а ожидание лишь увеличивает сумму задолженности. Зарина Загоева, Заур Кудзаев, Влада Бецоева, Сергей Гаглоев, Осетия и Ристон. Мы посмотрели сюжет, в котором отражены и положительные стороны, довольные клиенты, у которых все пошло гладко с кредитом. Есть и люди, которые попали в неприятную, скажем так, ситуацию. Вот одна из героинь сюжета стала жертвой мошенников. Скажите, вообще такие ситуации достаточно часто фиксируются, и это переходит в правоохранительные органы? Есть ли какие-то судебные разбирательства по фактам мошенничества именно в кредитной сфере? Это частая история? Наверное, правильнее будет сказать, что история это не частая. Это, конечно, исключительные случаи. Да, естественно, они есть.
они есть. По поводу, значит, правоохранительных органов, да, есть определенная судебная практика, уже сложившаяся по этому поводу, и да, в республике тоже есть случаи, когда, значит, по этой статье и по ряду еще статей были возбуждены уголовные дела. А как вот человеку избежать подобных неприятных случаев? То есть вы могли бы какие-то рекомендации дать? Ну, наверное, находиться просто в правовом поле, да, больше прислушиваться к рекомендациям и сотрудников кредитной, в первую очередь, организации. Ну, не знаю, держать ухо востро и не вписываться в авантюры. Спасибо. А у нас есть звонок телезрителя. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте, студия. Меня зовут Марина. У меня следующий вопрос. Я являюсь клиентом Сбербанка. Мне приходит зарплата на сберовскую карту. И пару лет назад я брала кредит в одном из магазинов. На небольшую сумму взяла телефон и оплачивала недельная просрочка. До этого у меня не было никаких кредитов. И вот после этой недельной просрочки прошло пару месяцев, и я хотела взять небольшой кредит в Сбербанке и получила отказ. Потом через несколько месяцев попробовала еще раз на небольшую сумму, 100 тысяч, около того. И снова получила отказ. И так, наверное, раза 4 точно. И я вот не знаю, как теперь, что делать, как исправить ситуацию. Вот такой у меня вопрос. То есть у человека была недельная просрочка, и когда он может рассчитывать на то, что вновь мог бы получить кредит, когда он искупит свою вину? Ну, не знаю, мне, конечно, не хотелось бы лукавить на эту тему. Да, естественно, банк отслеживает эту историю, и мы очень внимательно относимся ко всем этим случаям. Мы просто не имеем права поступать по-другому, потому что, я уже говорил об этом, на нас большая ответственность перед теми вкладчиками, которые доверяют нам деньги. Что касается, каждая конкретная история индивидуальна. Это не есть, значит, вот там окончательный бесповоротный стоп-фактор, и я просто приглашаю девушку прийти к нам и разбираться. Спасибо большое. А вообще скажите, пожалуйста, много ли кредитов с просрочкой бывает? То есть от общего числа это большая доля или не очень? Нет, это небольшая доля, это считанные проценты. Вот так. Вот в нашем сюжете прозвучала информация, что, от одной из сотрудниц кредитных организаций, что основная причина неуплаты — это не вовремя выданная заработная плата. А вам, как кажется, какая основная причина просрочек? Вы знаете, я бы не стал называть основную и второстепенную. Причин очень много. Каждая история действительно индивидуальна. Я могу перечислить, пожалуй, целый ряд. Начиная от недисциплинированности и просто такого несерьезного отношения к этому вопросу, и заканчивая потерей работы, снижением заработной платы, истории с мошенничеством, болезнью. Все эти случаи, они могут привести к тому, что у человека появится задолженность по кредиту. Но есть достаточное количество механизмов, которые позволяют помочь на всех стадиях. Потому что если говорить о работе с проблемной задолженностью, то по сути, вся она делится на две большие категории. Первая часть — это банк всячески старается вытащить человека из этих проблем и помочь ему адекватно той ситуации, в которую он попал. И только если это никак не удается, в первую очередь не удается, может быть, из-за нежелания самого заемщика, то наступает вторая стадия, это уже работа с судебными органами, да, со службой исполнительных приставов. Да. Вот такой ответ. А если говорить о добросовестных вкладчиках, в каких случаях возможно рефинансирование кредита или, возможно, его реструктуризация, то есть снижение ставки? Вы, наверное, имели в виду добросовестных заемщиков. Заемщиков, извините, да. Рефинансирование кредита
возможно, когда мы говорим о рефинансировании, речь может идти или о финансировании кредитов, значит, в других банках, может идти речь о рефинансировании кредита в данной конкретной кредитной организации, в нашем банке. Абсолютно возможная и доступная опция, услуга. Да. Если говорить о реструктуризации, это немного другой продукт. Это вот именно та история, когда мы пытаемся помочь заемщику и решить его проблему вместе. И существует тоже несколько продуктов в рамках реструктуризации. Это и увеличение срока кредита, это и снижение, значит, оплаты по кредиту на какой-то период, который, значит, позволяет заемщику решить свои проблемы для того, чтобы вновь восстановиться в графике платежей. У нас есть еще один звонок телезрителя. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Добрый вечер. Худцистова Ивета. У меня вот такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, в счет погашения кредита может быть использован материнский капитал? И если да, то в каких случаях? Спасибо. Ну, достаточно сложный вопрос. Материнский капитал, насколько мне известно, может быть использован, когда речь идет об ипотечном кредитовании. Да. Мы говорили об этом буквально в прошлом нашем эфире. К сожалению, наше время эфирное заканчивается, и я благодарю вас за содержательный и информативный разговор. Я надеюсь, он был полезен для наших телезрителей. Спасибо еще раз. Спасибо вам большое. Спасибо. Прервемся на рекламу. В эфире «Бумеранг», и мы продолжаем тему кредитования. В последние несколько лет процедура банкротства физических лиц стала возможной не только для предпринимателей, но и для обычных граждан. В нашей стране ее регулирует закон номер 127, который вступил в силу с 1 октября 2015 года. Фабрика банкротств физлиц постепенно наращивает мощности, работая с показателем около 1000 подобных дел в месяц по всей стране. А как обстоят дела в нашей республике, кто может воспользоваться этой возможностью и какие условия, нам расскажет руководитель регионального отделения юридического супермаркета Марат Коков. Добрый вечер. Марат, вообще хотелось бы, чтобы вы немного прояснили, потому что многие, в принципе, не знакомы с таким термином, как банкротство именно физических лиц, да? Чтобы вы рассказали, что это за процедура, что она собой представляет. Ну, вряд ли у кого-то слово банкротство какие-то радужные, да, ассоциации вызывает, что-то приятное, скорее крах финансовый. Вот. Но несмотря на это, законодателем процедура банкротства была предусмотрена именно как реабилитационная процедура для людей, которые попали в сложную финансовую ситуацию. Тут нужно отметить, что к 2015 году, вы правильно сказали, поправки в закон, которые сделали возможным процедуру банкротства физических лиц. К 2015 году мы подошли к ситуации, когда свыше 500 000 человек в стране отвечали признакам банкротства, около 600 или 700 тысяч, по-моему, и их совокупная задолженность перед банками именно по кредитам составляла порядка 900 миллиардов рублей. Вот, было понимание, что цифры эти будут только расти, и нужно было дать людям какой-то законный способ выйти из этого финансового тупика. Вот. И процедура банкротства физических лиц стала этим способом, то есть она нужна для реабилитации людей, которые попали в сложную финансовую ситуацию. Вот. Оббирать до нитки никого не будут, она довольно гуманна, если честно. А вообще в нашей республике пользуется спросом эта возможность? Кто-то ее вообще в курсе люди об этом? К сожалению, ну, для меня, как для человека, который оказывает услуги в этой сфере, маловато будет, честно. Вот. Но давайте будем сравнивать с другими регионами. Да? То есть мы не берем Москву и Санкт-Петербург, в котором в первый же день, когда закон вступил в силу, там сотни и тысячи заявлений были поданы. На примере соседних республик на сегодняшний день, вот я сегодня смотрел, на Федресурсе есть сведения о 130 процедурах банкротства, которые ведутся сейчас у нас в арбитражном суде. Краснодарский, Ставропольский край, для сравнения, там близко к 1000, даже больше. Вот. Совсем мало в Ингушетии и Чечне, но там, в принципе, очень высокий уровень кредитной дисциплины.
Вот, поэтому там меньше людей Прибегают к да, этой отвечают критериям банкротства. Вот. Сейчас боюсь соврать, но насколько я помню, где-то ноябрь или октябрь прошлого года была информация, что в нашей республике около 3000 человек отвечают признакам банкротства. То есть это потенциальные банкроты, которые могли бы избавиться от своих долгов через процедуру банкротства, но возможно из-за того, что мало информации об этом, да, люди не знают. Может из-за того, что особенности менталитета, потому что часто клиенты приходят к нам и говорят, что им очень неудобно от банков, и они честно-честно заплатят. Сейчас, говорят, обанкротьте меня, я чуть-чуть вздохну, соберу деньги и отдам банку деньги. Ну, то есть неудобно. Скорее всего, особенности менталитета тоже какую-то роль играют. А скажите, пожалуйста, а какие есть условия вот для того, чтобы эту процедуру начать? Возможно, кто-то смотрит сейчас нашу программу и, может, даже делает пометки, чтобы понять, как решить его проблему. Ну, в принципе, достаточно сделать 2 пометки. Если у вас задолженность превышает 500 тысяч рублей и просрочки по платежам уже больше 3 месяцев, то вы имеете право подать заявление в арбитражный суд о признании вас банкротом. А как вообще пошагово этот процесс происходит? Вот что именно включает в себя? Пошагово я бы посоветовал обратиться, конечно, к специалистам, к юристам, которые занимаются банкротством физических лиц. Вот. Нужно собрать перечень документов, подготовить, написать заявление о признании банкротом и вместе с этими документами, оплатив госпошлину, подать в арбитражный суд республики. А уже суд будет решать, обосновано ваше заявление или нет, и есть ли у вас основания быть банкротом. А скажите, вот по вашим наблюдениям, чаще в пользу или не в пользу обратившегося? Я решается? могу статистику дать только Примерно. по нашим клиентам. Примерно, да, по вашим. Да, по нашим клиентам 100%. Ага, понятно. Да. Скажите, пожалуйста, а вообще, ну, это платная процедура? Процедура платная. Вы, наверное, стоимость, да, хотите Да. узнать? Ну, смотрите, в любом случае, даже если человек сам подготовит документы и все будет делать сам, есть какие-то минимальные расходы, которые он понесет. Это 300 рублей государственная пошлина, 25 тысяч нужно будет положить на депозит арбитражного суда, это будет оплата финансовому управляющему, вознаграждение, и порядка 15 тысяч рублей нужно будет зарезервировать на различные публикации на Федресурсе и в газетах. Вот, ну, около 40 тысяч рублей. 40-45 тысяч рублей — это те минимальные расходы, которые потенциальный банкрот понесет в любом случае. Если он даже самостоятельно даже занимается если он сам своими будет, да, А это вообще обязательные платежи. реалистично, чтобы человек самостоятельно справился с этой задачей или не очень? Ну, сейчас, в век высоких технологий, реалистично все. То есть посидеть, почитать, подготовиться можно. Вот. Но я бы все равно посоветовал обратиться к специалистам, потому что опыт не последнюю роль в этом играет. Вот. И гораздо больше потом убытков понесет человек, если он где-то что-то сделает неправильно, и придется все исправлять. Поэтому конечная стоимость банкротства складывается вот из тех расходов, про которые я сейчас сказал, плюс услуги юристов по подготовке документов и участие в судебных заседаниях. Скажите, а вот эта процедура, да, банкротства физического лица, возможно, кто-то сочтет ее панацеей и может как-то злоупотребить, не совсем ответственно подойти и там взять, понабрать кредитов. Вот как вы на этот вопрос смотрите? Ну, я сказал, что процедура довольно гуманная, но при этом законодатель дал довольно существенный арсенал возможностей и для кредиторов, и для суда, и тем более для финансового управляющего, для того, чтобы выявить лжебанкрота. Вот. А финансовый управляющий, в конце концов, проводит анализ финансовой деятельности банкрота, и по результатам этого анализа уже делает отчет, в котором указывает, есть ли признаки фиктивного или преднамеренного банкротства. Вот. Ну, я бы не советовал, если вдруг кто-то задумался. Скажите, а вообще какие накладывает ограничения на человека эта процедура? То есть, ну, скажем так, какие последствия?
Последствия: в течение 3 лет человек не сможет заниматься предпринимательской деятельностью и не сможет управлять юридическим лицом, да, то есть быть директором или учредителем. В течение 5 лет, если вы берете новый кредит, то вам нужно будет обязательно упомянуть о том, что вы проходили процедуру банкротства. Ну и плюс на время самой процедуры суд может запретить вам выезжать за пределы Российской Федерации. В принципе, это все последствия банкротства. А вот, есть еще специальный, то есть в течение 10 лет нельзя будет руководить кредитной организацией и в течение 5 лет страховой организацией, но за все время, пока закон действует, к нам не приходил еще ни один банкир и ни один страховщик, поэтому я об этом не сразу упомянул. Понятно. А скажите, пожалуйста, вообще в чем, я не знаю, удобно ли говорить в этом контексте о плюсах, но вообще в чем плюсы и минусы вот этой процедуры? Банкротства? Да. О минусах мы только что сказали. Плюсы: вы освобождаетесь от всех долгов. То есть, когда мы говорим об освобождении долгов в процедуре банкротства, мы говорим не только о кредитах. Это и долги по коммунальным услугам, по налогам, по сборам, долги перед физическими лицами, даже если у кого-то взяли деньги. То есть у нас многие клиенты приходят с долгами, которые образовались в результате займов у физических лиц под проценты. То есть там взяли 50 тысяч, платят по 10%, уже 300 выплатили, а долг закрыть не могут. Вот. Поэтому плюсы очевидны, мне кажется. Вы можете законно, легально вполне избавиться от всех своих долгов и начать жизнь с чистого листа, финансового. Угу. Понятно. А есть ли какие-то риски? Риски? Да. Если вы добросовестный должник и есть достаточно объективных оснований полагать, что вы не можете выплатить свои долги, да, то есть есть определенные признаки, это соотношение долга к вашим доходам, недостаточность имущества, то риски минимальные. Естественно, если вы каким-то незаконным путем получили кредит, либо вы хотите схитрить и просто избавиться таким образом от долгов, то риски есть, но мы сейчас говорим о правовом русле. Да. Если все в правовом русле, то рисков практически нет. Угу. И еще такой момент. При каких обстоятельствах и когда человек, признанный финансово несостоятельным, вновь может воспользоваться услугами банков, кредитных? Вот вы сказали, что нужно упомянуть, да. А вдруг человек не упомянет? То есть есть вероятность, что в принципе об этом не будет особо так известно банкам? Если честно, люди, которые уже дошли до того, что пришли к нам банкротиться, они очень редко бегут после банкротства сразу брать новые кредиты. Я думаю, это последнее, чего им хочется. Каких-то законных юридических барьеров для получения новых кредитов нету. Банк рассматривает каждого клиента отдельно, персональный подход. Я скажу так, на сегодняшний день, то есть у нас организация в 30 городах России, у нас есть представительство, у нас есть возможность аккумулировать информацию. Я могу точно сказать, что есть клиенты, которые прошли процедуру банкротства, обратились за кредитом и получили его. И нам точно неизвестно о клиентах, которые попросили новый кредит, и им отказали, обосновав это тем, что они проходили процедуру банкротства. Для банков, наоборот, есть небольшая гарантия. В течение 5 лет после того, как человек прошел процедуру банкротства, он сам инициировать свое банкротство больше не может. То есть банк может быть уверен на 100%, что этот человек в ближайшие 5 лет не пойдет и не обанкротится. Угу. Скажите, мы, подводя, скажем так, черту нашего разговора, мы обозначили сегодняшнюю тему нашего эфира как кредит, трамплин или трясина. Вы очень детально нам рассказали о том, как спастись от кредита, если он стал для вас трясиной. Все-таки ваше личное мнение, кредит — это трамплин или трясина? К нам обычно приходят люди, у которых уже не сложились отношения с кредитной организацией. Мне кажется, все зависит от человека, какие нужды он берет. Если это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то кредит — это однозначно трамплин.
Вот. А построить успешный бизнес без кредитных денег очень сложно. Ну, физические лица, опять же, все персонально. Есть люди, которые при доходе в 10-15 тысяч идут, берут в кредит телефон за 80 тысяч рублей, да, то есть тут очевидно, это не трамплин, и довольно прогнозируемо, что человек рано или поздно придет к нам банкротиться. Вот. Та же ипотека, например, по-моему, вполне себе трамплин, потому что сейчас накопить на квартиру своими силами, мне кажется, очень сложно. Ну да, достаточно сложно. Спасибо большое за Пожалуйста, информацию, спасибо. за откровенность. Спасибо. Я надеюсь, для наших зрителей беседа оказалась полезной, и мы наверное, для наших зрителей была наша беседа информативной и полезной. И я бы хотела обозначить тему следующего нашего эфира. Это высокая аварийность, правила дорожного движения, как известно, написаны кровью. Но, к сожалению, не все это понимают. Что творится на дорогах Осетии, об этом через неделю. Всего доброго. Что-то там...